Эльза Албогачиева заведует инфекционным отделением для ковид-больных в Ингушской республиканской больнице. Врач с 20-летним опытом еще в начале пандемии оказалась в самом эпицентре. Десятки поступающих больных дни и ночи в дежурстве. Бок о бок со своими коллегами закалили врача, но, следуя поговорке «век живи, век учись», недавно прошла курсы повышения квалификации в 52-й городской больнице Москвы. Мы непосредственно работали в отделениях, ковидных отделениях, общались с врачами, общались с больными, смотрели тактику лечения больных, смотрели их диагностику, то есть что нового, вообще как ставится план лечения данной инфекции. Хотела бы отметить, что мы узнали очень много нового, очень много познавательного. Я не скажу, что наша тактика была немножко другая, но, конечно, было много нового, что мы узнали в этой поездке. Городская клиническая больница 52 города Москвы, сотрудники которой занимаются разработками временных клинических рекомендаций по лечению больных с коронавирусной инфекцией. Там же вместе со своими коллегами курсы проходила Хяди Тумгоева. Врач-пульмонолог Сунжинской центральной районной больницы поделилась впечатлениями. Стажировка прошла очень даже продуктивно. Ознакомились с протоколами ведения больных в данном госпитале с коронавирусной инфекцией. Проходили стажировку в разных отделениях профильных, больных с гематологическими заболеваниями, с нефрологическими заболеваниями, с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Были в отделениях реанимации, интенсивной терапии. Также ознакомились с ведением больных беременных рожениц в условиях данного госпиталя. Ознакомились с работой дневного стационара по наблюдению, ведению также беременных в амбулаторных условиях. Поэтому очень продуктивна была поездка. Много нового для себя переняли и, можно сказать, уже начали применять в условиях нашего стационара, применять на больных. Благодаря поддержке регионального Минздрава и депутата Госдумы Бекхана Барахоева на курсы повышения квалификации в Москву отправились 13 работников здравоохранения из различных медучреждений региона. Среди них и Амина Ганиева, врач-пульмонолог Назрановской районной больницы. Там же она подчеркнула для себя новые методы обследований. Понравилась идея плазмообмена, идея плазмофереза, идея моноклональных вирус-нейтрализующих антител, препараты, которые они там применяют широко, особенно у беременных женщин. Идея, что пациенты к ним обращаются, вообще все лечение и вся диагностика у них направлена на то, чтобы пациенты к ним попадали в окно до 70 дней. Они это реализуют через дневные стационары, через амбулаторную сеть, то есть там четко все это. По мазкам, то есть пациент чувствует любые проявления ОРВИ, он сразу идет, сдает мазок положительный, есть единая система ЕМИАС, по которому эти мазки отслеживаются, для этого есть специальные люди, то есть они следят за тем, чтобы оказать людям помощь от самого первых проявлений клинических симптомов до 10 дней. Некоторые предложения уже согласованы с региональным Минздравом, которые планируется реализовывать в скором времени. К примеру, процедура плазмофереза и плазмообмена. Пациент, например, у нас поступает, например, с сатурацией 92, он болеет 7-й день. Мы ему делаем все иммунобиологические препараты, антикоагулянты, дезинтоксикация, вся терапия подобрана, но и тем не менее через 2 дня, через день мы видим, что пациент ухудшается. Идея плазмообмена заключается в том, что они через аппарат плазмограф, аппараты есть разные, делают плазмообмен, то есть берут 2 литра в объеме 2 литров плазму, фильтруют, кровь фильтруют, красные кровяные тела идут обратно, крови закапывает обратно. Это все автоматически происходит через аппарат. И вместо вашей новой плазмы донорскую плазму заливают, и тем самым мы выводим цитокины из крови. Полученный опыт в ходе 2-недельных курсов повышения квалификации врачи передают своим коллегам, выражая уверенность, что благодаря таким выездам удастся вывести уровень регионального здравоохранения на принципиально новый. Адам Мережков, Мухаммад Шаухалов, Новости 24.